Во второй Сухумской школе имени Пушкина по-прежнему ведутся работы по уборке и вывозу оставшегося школьного имущества. Технический персонал школы, вооружившись вениками, шлангами и тряпками, подметают, моют и убирают, высушивают коридоры и классы от последствий пожара. Управление образования столицы наняло несколько рабочих, которые помогают перенести тяжелую мебель в спортзал. Сюда также временно складируют и уцелевшие книги из школьной библиотеки. Наши техработники основные сейчас в очно-заочной школе и в Альфе одна. А здесь у нас гардеробы же работали. И гардеробщицы, это не их обязанность, но каждый болеет душой за школу. Начальная школа, все свои парты, когда забрали, они оставили в чистом состоянии. Мы постепенно всю школу приведем в порядок. Своими силами все, кое-кто как может помогает нам. Единственное, тяжести мы детей не можем в аварийное здание старшеклассников, а приходится где-то нанимать рабочих и тяжести спускать. Тем временем Государственная комиссия проводит экспертизу здания школы. Каждый кабинет, пострадавший от пожара, специалисты изучают отдельно и делают необходимые заметки. Больше всего при пожаре пострадала кровля. Осмотр покрытия старого корпуса на втором этаже выявил, что металлические балки конструкции при высокой температуре деформировались, и их необходимо менять. Кроме того, некоторые стены сильно потрескались. По словам специалистов, это произошло из-за резкого перепада температуры, и поэтому часть перегородок несущих стен придется возводить заново. Также из-за большого количества воды при тушении пожара повредились и деревянные покрытия полов. Их также будут менять. Вздувшуюся шпатлевку с потолков и стен тоже снимут. Кроме того, как отмечают специалисты, пока не высохнут стены, приступить к работам по укладке новой кровли невозможно. Пока стены полностью не высохнут, слава богу, у нас впереди лето, ничего делать нельзя. Мы надеялись, что можно будет сделать кровлю и дать высохнуть. Но сейчас, когда вопрос стал, что придется менять и покрытие тоже, то есть полноценную кровлю мы сделать не сможем. Это все, я даже не знаю. Конечно, можно подсушивать некоторые помещения, скажем, второго этажа, первого этажа. Ставятся пушки, просушивается, и все это выполнимо. Но проблема, которая нарисовалась здесь в старом корпусе, она большая. Говоря об отсутствии пожарной сигнализации в школе и о том, что именно из-за этого пожар не удалось обнаружить вовремя и, как следствие, быстро потушить, из фильма «Итоп» отметила, что при восстановлении школы в 2008 году пожарная сигнализация не была предусмотрена сметой и поэтому не введена в эксплуатацию. И в проекте не было, и в смете не было, и даже вообще такого понятия, как пожарная сигнализация, не существовало. Оно пошло после 10-11 года, когда разработали эту систему. Если бы за эти 11 лет кто-нибудь бы обратился к строителям, профинансировали бы пожарную сигнализацию, ее бы тоже сделали. В школе на этажах установлены пожарные гидранты, позволяющие подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Однако во время возгорания из-за того, что была отключена подача электроэнергии, пожарные не смогли подключиться к гидрантам, отмечает руководство школы. Государственный комитет Республики Абхазия по строительству и архитектуре уже в ближайшее время передаст все собранные материалы в Управление капитального строительства. С понедельника 6 мая учащиеся пострадавшей школы возобновили занятия в очно-заочной, третьей и частной школе «Альфа». Занятия проходят в 2 смены. В классах, где количество учеников превышает 25 человек, уроки проводят по 40 минут. По словам школьников, отсутствие привычных для них комфортных условий в очно-заочной школе ничуть не отражается на их учебе. Конечно же, условия с нашей школой старой не сравнить, но, в принципе, учиться можно, и на учебу это никак не влияет. А еще очень хорошо, что появился буфет, что дети могут приходить и кушать на переменах. Так, в принципе, все в порядке. Даже если условий нету, все нормально. Мы учимся. Условия, в принципе, нормальные, то есть нас все устраивает. И не так уж все плохо, но все равно мы хотим идти в нашу школу, потому что это не сравнится с этой школой. В частной общеобразовательной школе «Альфа» в 2 смены временно обучаются порядка 360 учеников младших классов. Учащиеся признаются, что в родной второй школе им было намного комфортнее, но и здесь им очень нравится. Мне нравится, что тут больше двор есть и класс больше. И это, бегать нельзя, это один минус еще. Еще на улицу не разрешают почему-то. И столовая большая, это тоже хорошо.
Несмотря на большой объем работы, который предстоит сделать и строителям, и коллективу пострадавшего от пожара учебного заведения, руководство второй школы надеется провести последний звонок в родных стенах. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.